Ну вот, наступил долгожданный ужин. Время уже 37 минут 10. Почти без 15:10. Что-то мне кажется, аккумулятор 12-вольтовый подсел. Темнее стало, да? Так, ну, в принципе, на 2 ночи хватило, на третью еще светит. Плюс то, что я еще забыл после обеда до вечера, просто так светило. В принципе, неплохая штука. Так, на помощь идет вот этот повербанк 5-вольтовый. И тот экономил, а так бы тот уже сел. У меня есть электростанция, если что, можно будет зарядить всегда. На ужин у нас опять тот же самый суп, но все, это последняя, третья банка. И завтра уже, если Иван Григорьевич не приедет, надо будет что-то уже приготовить. Хотя у меня еще одна заготовка есть, у меня еще есть рыбные котлеты, у меня есть рис, это можно еще пожарить, все подогреть. Так, а сегодня вот я 100 грамм с удовольствием выпью. Вчера был уставший, был сытый, попил чаю с трубочками и баю-баюшки-баю. Сегодня уставший, адреналину хапнул, конечно, опять. Вы сейчас скажете, вот, делать тебе нечего, рискуешь, тудым-сюдым. Кто же знал, что так будет, а? Кто же знал, что буквально за два дня назад я на буксировщике еще тут ездил, лодку таскал. Тут просто бац-бац и все. Сейчас вот температура ночью 6,5 градуса тепла. Избушки 32. Если завтра не будет, если сегодня ночью не будет заморозка, хотя бы небольшого, то верхний слой держать не будет, а нижнего уже практически нет. Я не знаю, как я буду поднимать. Поднимать-то это однозначно надо. Только как я это буду делать, не знаю, понятия не имею. Если дойду до палок, может быть, ну, часа 2 все равно уйдет. Потом еще вернуться надо будет. Ладно, будем надеяться на лучшее. Попробуем. Если уже совсем будет лед плохой, что теперь, придется оставить. Или подождать, когда все промоет с этой стороны, и попробовать на лодке заскочить туда прямо к палкам. Ну, посмотрим, не буду ничего загадывать. Главное, чтобы сегодня подморозило хотя бы -2, -3, чтобы верхняя корка держала хотя бы немножко. Я бы быстренько пробежался и поднял бы эти палки. А потом будем заниматься чем-то другим. Есть у нас еще озера. Ладно, не буду ничего загадывать. День прошел, мы живы, здоровы, и это главное. За ваше здоровье. И не рыбачьте так, как я делаю, как я вам сегодня показал. Как-то надо, тем более одному. Опасно, опасно. Базара нет, риск есть. А мне каждую весну так получается. Ладно, будем. Крепко, да? Все, пошло тепло. Сегодня день у меня был насыщенный.
Хотел добраться до одного озера. Вы уже его видели. Но не добрался. И к лучшему. Можно было добраться, если помучиться. Если бы я туда добрался, потом бы вернулся сюда, поднимал бы пока жерлицы все, у меня бы уже темнело. Опять пришлось бы на Печору ехать по темноте. Я бы вообще приехал бы, я не знаю во сколько, 12 часов, наверное, бы. Теперь у меня на озерах все поднято. Осталось на Печоре. Выпустила сегодня фотографию на озере, когда собирал жерлицы. Возле Продольников там кое-какой интернет есть. Загрузил, отправил. Почитал немножко комментариев. Сейчас, конечно, оно здесь не, избушки-то не поймает, но смотрим. Не догадался засканировать. Бесполезно. Бесполезно. Огромное спасибо за беспокойство. Все говорите вы осторожнее, чтобы я был. Там Андрей Вездеход мне написал, что он уже провалился, когда закрывал сезон. Понимаю, провалиться еще на озере. Какой-то шанс есть, тем более, если кто-то на Печоре. Если провалиться, то шанса никакого нет. Течение. Во-первых. Во-вторых, рыхлый лед, схватиться некуда. Буль-буляглые. Ладно, не будем о печальном. А помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Я еще не смонтировал 2 выезда. Так что будем жить. Скоро прилетит утка. Она, по идее, уже должна была прилететь. Столько тепла, но не летит, потому что сколько лет подряд уже это обманчивое тепло, а потом неделя стоит просто морозяки, жестких морозов, где-то минус 15, вот такой капитальные морозы жесткие бывают, снег, метели, все такое. И скорее всего утка чувствует, что будут такие морозы, и из-за этого не летит сюда. Ни одной утки еще не слышал. Хотя говорят, там видели. А еще не видел и не слышал. Бесполезно. Нечего батарейку тратить. Когда морозы еще еле-еле ловит. Сейчас позвоню прямо при вас Ивану Григорьевичу, что он скажет насчет завтра. Приедет, то не приедет. Связь возле окна есть немножко. Иван Иксар. Так. Там еще не везде проехать-то можно. Вот с Серегой сегодня созванивались, где он ехал. Говорит, мы проскочили еще по Буранке, а там один ручей разливается, просто он глубокий. И Григорьевич на своем Мухтаре может капитально встрять туда. Надо его, чтобы он вдоль речки поехал. Сейчас послушаем.
Олег. Олег, что, спишь, что ли, Иван? Да. Уже спишь? Болею, блин, ужас. Чем ты болеешь? Да, блин, кости болят, все, я не знаю. 100 грамм надо выпить? Да ну, блин, я так и на похоронах не пил. Понятно. А что ты раскис-то так? Что, ноги болят опять? Да, Ну, и ужасно, да, я вчера, блин, так тогда и завтра никуда не езжай, лечись тогда, что тут? да, я уже не поеду, потому что, ну, ой, я не знаю, ты можешь это, позвони Виталику, пусть Виталик это заводит-то едет. Ну, да, Не-не-не, ты за меня не переживай, Иван. Ты, если ноги что-то у тебя болят или что, давай лечись. Потому что я тебе что звонил-то, тут я насчет дороги спрашивал у Сереги, поверху там, где Нячор, вот этот второй ручей, это первый, мы, говорит, по Буранке проскочили, там она разливается неплохо, говорит, уже ручьи разлились. Вот, надо, говорит, наверное, будет через речку проскакивать. Если ноги болят, никуда не дергайся даже, Иван. У меня тут продукты есть, хватает. До выходных у меня и хлеб, булка хлеба вот еще есть, батон твой этот висит. ну, ты кушай, все. Да, конечно, у меня тут и, как говорится, и выпить, и закусить, и покушать, и все есть. Завтра, видишь, нужен заморозок, завтра я бы продольники поднял, потому что лед прогнил уже, все капитально. Мало того, что здесь река течет, а там на Печоре лед прогнил. Там сверху каша, а снизу льда осталось сантиметров 20-25, не больше. И то не везде. Да, и повымывает, блин. И ерши задолбали. Сегодня ершей, наверное, штук 20-30, наверное, влетело. И ни одной белой рыбы. И жерлицы пустые. Везде пусто все. Так что давай тогда, Иван, лечись. Ножки свои лечи. Будет весна, потом еще порыбачим. А буксировщик как-нибудь потом пригоним, да и ладно. Да, пусть он хоть там. Передай привет подписчикам, они ждут от тебя слова. Громкое, как раз съемка идет. А, ну, большой привет всем, конечно. Здоровья всем. Ну и весеннего настроения. Да. Давайте и мы пожелаем всем вместе Ивану Григорьевичу весеннего настроения, здоровья, чтобы ножки прошли, все нормально, чтобы было. А то, конечно, нагрузка. Тот раз мы промучились, пока обратно ехали, потом сразу в дорогу, обратно. Да, а там еще дорога такая, блин, в двух местах, блин. Ну, я как-то проскочил, подморозило чуть-чуть, я там по гребням. Если бы упал на днище среди этого, там такая колея, блин. А, Да. через Пузл-то? Да. Угу. А обратно уже ехал, там немножко промяли, но все равно задевало животом. Блин. Ну ничего, главное, доехал, все нормально. Теперь давай отдыхай, лечись. Мажь ноги каким-то мазью, кремом. Да вот колени намазал, блин, уже и этим какой-то троксовозил, да все, блин. Понятно. Тогда, Иван, никуда не дергайся, я тут один потихоньку справлюсь. Из-за меня вообще не переживай, продуктов у меня много, очень много. Я тут 2 недели могу жить. Ну, хорошо, ладно. Вот, и червяки не нужны, как бы на завтра бы у меня, конечно, были. Я завтра оттуда все подниму, здесь устики, дробки попробую, если будет клевать. Прямо здесь немного повтыкаю, пару штук, наверное, удочек, пару продольничков. Если что-то будет. Может, попробую на протоке, может, поднимется лед. Не знаю, чем я буду заниматься, или на озерах. Но до выходных по-любому я здесь буду. Потом ребята приедут, может быть, домой сгоняю с ними. А уток не видел? Ни одной утки не слышно, не видно. Видать, чувствуешь, что морозы будут. Наверное. В числах 17-18 апреля всегда морозы бывают в это время. На недельку, как зарядит, сейчас опять минус 15. Вот лучше бы сегодня ночью подморозило, чтобы я завтра мог поднять эти палки без проблем. Если сегодня ночью мороза не будет, я, может быть, и не смогу завтра даже пройти туда. Я смотрел, да там еще до 7 градусов мороз будет. Ну, А
на этой неделе. Вот. Ну вот будет, если это... Ладно, Иван, давай отдыхай, тогда лечись. Я ужинаю как раз в избушке. Все, жерлицы я поднял, с озером попрощался, с Ареты. Но, Все, щуки не было, так и не поймали мы ту зубастую, которая наш поводок откусила, и твою мормышку тоже. но, В другой раз поймаем. да, куда она денется? Все, давай, Иван, выздоравливай. Все, спокойной ночи. Давай. Пока-пока. Как-то вот так. Все-таки возраст есть возраст. Тут он нагрузку получил, когда уехали. Потом сразу поехал к родственникам на похороны. Видать, стресс туда-сюда, говорит, болят очень сильно ноги, заболел. Сами слышали, какое он обычно все бодрячком. Не получается с Григоричем рыбалки, но ничего страшного. Дай бог выздороветь, все нормально. Мы еще весной порыбачим. Так, тем временем у меня закипел чайник. Сейчас я наливаю термоса и ставлю по новой обратно. Рекламная пауза. Так, ну что, друзья, для вас это была рекламная пауза. От души благодарю тех, кто посмотрел эту рекламу. Ну, кто пропустил, тоже ничего страшного. Ну, а для меня это было... Залил термос чаем, налил кружку чая себе, налил еще кружку, поставил на снег остужаться, чтобы холодненькая водичка была, морсик сделаю с вареньем, и поставил чайник по новой. Остерегаюсь пить весеннюю воду без кипячения, тем более из печоры. Да хоть и на ручах сейчас вся гадость течет, вода прибывает, с ручьев все вытекает, лучше кипятить. Лучше перебздеть, чем недобздеть. Так, ну и что, сегодня, наверное, мы еще по маленькой чашечке маханем, с вашего позволения. Доедим все-таки свой суп. Так. Попьем чайковского и хотел сказать, помонтирую ролик, ага, как вчера. Стоит мне только сесть за ноутбук, 5, ну максимум 10 минут смонтирую, и все, меня начинает все рубить. Я не знаю почему, но я при монтировании роликов засыпаю сразу. Это меня, мой голос так убаюкивающе влияет на меня. Сразу только начинаю монтировать и все. Тем более, если устал, это все капец. Ну ничего страшного. Все смонтирую, все сделаю. Все будет. Правда, с большим опозданием. Сейчас у меня на очереди первая поездка с Иваном, потом вторая поездка с Иваном, которая не получилась из-за того, что пришлось Ивану ехать на похороны. И вот третья поездка. Уже третий день прошел. Завтра четвертый. Дай бог, чтобы завтра вечерком мы также сели и сказали: все прошло благополучно, все продольники подняты, все живы-здоровы. Дай бог, чтобы так и было. На улице моросит дождь, 5,6 градусов тепла. Завтра ожидается 15. Все против нас. Все против нас. Я не знаю, друзья, как я буду завтра. Хоть накачиваю резиновую лодку и потихоньку. Одна нога в резинке, вторая на суше, отталкиваюсь. Только так. Хотя бы вот эти опасные места пройти. Потому что мы пилоты. Речка нам, родимый дом. Первым делом продольники. Ну, а женщины, а девочки потом.
Давайте будем живы, не помрем. С каждым. Все. Может, споем? Напоследок. Вспомним слова. Память у меня на слова очень плохая. Есть такой канал на ютубе. Поем как можем. Вот Серега там делает такие вещи. Я все поражаюсь над памятью. Столько песен держать в голове, без всяких подглядываний, просто исполняет. Мало того, что сами играют, у них ансамбль свой. Ссылочка в правом углу. Заходите обязательно. Так, ну а мы тоже сейчас попробуем спеть что-нибудь. Так, а давайте вообще не будем петь, а прочитаем архивные комментарии, которые 100 лет назад были заскринены и не прочитаны. Достаем с архива непрочитанные комментарии и поехали. 4 июня 2020 года я сделал скрин этой страницы телефона, и все, некогда было ее прочитать. Тут Тюнчик Пас. Ник такой. Тинь или Танчик, Тюнчик Пас. Не знаю, я по-английски не силен. Но суть не в том. А можно передать привет покчинцам от Уколовой Тани? Я из Русанова. Конечно, можно. Я, наверное, не передавал, по крайней мере, я не помню. Огромный привет Уколовой Тане из Русанова. Отлично помню вашу маму. Она в столовой нам, интернатовским, всегда давала не то чтобы доп. Паёк, а ну как бы подкармливала, скажем так, интернатовских. Не у каждого были деньги купить дополнительное питание, а ужин у нас был в 6 часов вечера. И вот придешь, что-нибудь покушаешь, и она с собой тебе даст или консервную банку с рыбными консервами, или еще что-нибудь. Ну, скажем честно, подкармливала нас, интернатовских. Огромное ей спасибо, дай Бог здоровья. И вам, Уколова Таня, тоже привет. Хорошая вас мать. И друид Феофан тоже тут. Дядя Гена, дай Бог тебе здоровья, и у тебя все получится. Санек, привет и тебе, чтобы и у тебя было здоровье, и у тебя, чтобы все получалось. К сожалению, не успеваю смотреть твои ролики, я вообще не успеваю смотреть не только ролики друзей, ролики на тех, на кого я подписан. Я на свои-то не успеваю ничего, ни комментарий ответить, как вы видите, без интернета, без всего. Так что, Санек, если ты посмотрел этот ролик, огромный тебе привет. Друид Феофан, это мой друг с Карелии, у него свой канал, вот это, Друид Феофан, а так он Санек. Так. Привет хочу передать Валерии и Людмиле Симоновым, Валерии и Людмиле. Вот эти этикетки рыбацкий напиток, это благодаря им они появились на свет. Они придумали, они попросили у меня фотографии, все сделали, прислали мне электронном виде. Огромное за это вам спасибо. Так. 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 Татьяна Усанина. 7 сентября 2020 года. Да, беда, все тащат сейчас. Раньше в деревне дома никто не закрывал двери на замок, а сейчас и под замок лезут. Куда мы катимся с этими правителями? Посмотрите фильм, ролик «Вся правда о путинских деревнях». Вся правда о путинских деревнях. Еще есть хорошая песня «Скажи, председатель».
Я что-то ответил, не помню. Да, песня действительно хорошая. Там что-то колхозное поле, колхозный амбар. И в клубе колхозном играет баян. Скажи, председатель, кому мы нужны? Живем мы как будто во время войны. Зачем разорили колхозы страны? Такого не знали во время войны. Давай, председатель, по-божески жить, как мать или сына Россию любить. Не все слова, конечно, помню, может, что-то перепутал, но припев вообще классный. Россия, березовый край и родники останутся скоро в селе лишь старики. 9 ноября 2020 года. Привет, мужики! Вся зима впереди, все будет. Да, зима впереди. Зима пролетела с зимними морозами. Мы-то думали, весна на месяц придет с опозданием. Аха! 2 недели и все кончено. Вот она, весна. На речку боимся выйти. Лесные речки вскрылись, хрен его знает когда. Озера растаяли, вот Печора вот-вот пойдет. Ручьи журчат, а это значит, когда у нас такое, примета такая у нас, когда начинают журчать ручьи в деревне, это значит через неделю ледоход. Так вот, не сегодня, завтра будут уже продвижки первые. А там, если не будет морозов, будет и ледоход уже. Это Алексей Фетисов нам в начале зимы, 9 ноября, когда у нас был первый лед с Григорьевичем. Владимир Никулин. Ну вы, мужики, даете. Геннадий, ты как на водных лыжах по воде. Удачи вам, привет Григорьевичу. Да. Это были водные лыжи по первому льду. Завтра будут водные лыжи по последнему льду. Иван Канев. Привет, Гена. Рисковые вы ребята, однако. Привет Григорьевичу. Привет, Иван. Завтра опять придется рисковать. Станислав Сайтаев. Коллега. С днем настоящих мужчин. Ни чешуи, ни хвоста. Станислав, мой коллега. Тоже рыбачит. Канала своего пока нет, но я ему советую создать канал, не знаю, может быть создаст. Михаил Белов. Привет вам из Сочи, видел ваши ролики с родной реки Усы. Я там всех узнал. Спасибо вам за эти видео, Геннадий, увидел свои места. Привет тебе, Михаил. Ваши места мне тоже понравились. С удовольствием бы съездил еще раз. Будем живы, не помрем, обязательно съездим. Вячеслав Морозов. Привет из Рязани. Гена, передай Григорьевичу привет, здоровья ему крепкого. А от 3 болезней, что он озвучил, пусть не лечится. 3 болезни, как я помню, он озвучивал на первый лед, когда он давал интервью вот, телефоном. Вот картинка. Если помните, вспомните, вот он стоит на тонком льду, залитому водой, и дает интервью корреспонденту газеты местной по телефону. Он говорит, я болею 3 болезнями. Это, говорит, рыбалка, художественная самодеятельность, а 3-я болезнь неохота, рыбалка, художественная. Вот забыл. Надо будет ролик посмотреть. Неохота он, потому что, говорит, я давно как ружье утопил, я перестал охотиться. Так, Владимир Никулин. Григорьевич, оказалось, что это мой коллега. Я тоже работал на лесовозе 72 по 78 год в Комсомольске. Александра. С праздником 7 ноября. Здоровья, удачи на клев. Рустам Мардиев. Напарник, у тебя класс. В курсе.
Добрый Тёмыч. Ивана Григорьевича с детства помню. Батю моего точно знал. Здоровья вам, парни. Добрый Тёмыч. Это, наверное, Артём. Скорее всего. Батю моего точно знал. Если мне не изменяет память, это Артём. Тоже мой коллега. Забыл фамилию. Память вообще не стала. У него вроде бы еще отец умер прямо на рыбалке. Если это так. Если не так, поправьте. Carving Art. Очень люблю рыбалку, но опыта очень мало. Есть чему у вас поучиться. Про этот канал я уже говорил. Это супругу моей соседки по деревне. Создал недавно свой канал Carving Art. Он отлично владеет бензопилой «Штиль». Желнин Василий. Иван Григорьевич молодец. И трудится, и отдыхать умеет. Ждем мороза и следующего видео. Привет из Крыма. Сыктывкар Фишинг. Славка. Приветствую, Геннадий. Думаю, жерлицы выстрелят. Иван Григорьевичу привет. И не болеете. От души, Слав. Тоже желаю от души Ивану Григорьевичу, чтобы ноги не болели, чтобы выздоравливал. Привет, я думаю, он услышит. Сергей Кулаков. Иван Григорьевич у вас заслуженный человек. Везде пробил, поробил, все выработал. При советах все проще было. Ну и крайний комментарий на сегодня. Ремесла и промысел с Сергеем Башко. Приветствую закадычных, бесстрашных рыболовов. Вот вам в поддержку. Первый лед. Зима настала незаметно. Стоят морозные деньки. Изо всех сторон неспешно пошли на речку рыбаки. Идут, укутавшись в тулупы, с пешней своей наперевес. Скрипучий снег под сапогами зовет скорее ловить в ответ. На лед ступают осторожно. Совсем он тонок и хрустит. Но при предвкушении поклевок их души сладостно пьянит. Все сядут радостно у лунок. И время будто бы замрет. Ведь обещает клев чудесный, такой прекрасный первый лед. Да, Серега, это было недавно, это было давно. Первый лед, полный надежды и ожиданий зимний сезон. Рад, что на Донбассе тоже в этом году была зима. Ты успел половить со льда. Неплохо, в прошлом сезоне такого не было. Но вот и у нас, как ты видишь, все закончилось очень быстро. Ну вот тут еще Франце Жерар Депардье. Привет, Геннадий. Видео классное. Ивану привет. Что-то рыбацкого напитка мало. Жду следующего ролика. Всегда ставлю лайк в начале видео. Привет вам из Франции. Все, на этом закругляемся. Это нам вместо песни. Вот такие вот архивные комментарии. То было в начале зимы. Не успел я в течение зимы прочитать. Ну, лучше поздно, чем никогда. Третью чарочку за приятные воспоминания. Да, был первый лед. Впереди была целая зима. Морозная зима пролетела. Кое-что мы, конечно, успели. Без рыбы не сидели. Тунеядничали только в феврале из-за сильных морозов. Февраль просто давил страшными морозами. 30-40 градусов. И в морозы мы ездили на рыбалку. Вот тут вот ролики. 4 дня провели в страшные морозы. И иногда, мне кажется, когда вот такая вот теплынь ночью, 5,4, что такие... Вот немного морозов, я вот теперь умоляю, прошу, вот немного морозов, чтобы до утра подморозило все это, чтобы я благополучно смог снять мои продольники. Ну, не знаю, будет, не будет. Все, на сегодня все. Закругляемся. Доброй ночи вам, господа, друзья, товарищи, женщинам тоже, девушкам, женщинам, девочкам, всем друзьям на моем канале. Огромный привет. Завтра будет день, будет пища. Утро, по крайней мере, мы точно с вами проведем. Ну а вечер как получится. Будем.
До завтра.